7 солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, похоронили с воинскими почестями на военно-мемориальном кладбище Вольхотово. Предать земле героев удалось благодаря североостинским поисковикам. Останки 10 офицеров были найдены в авиационной воронке. 3 из них, возможно, будут опознаны. Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась почти 70 лет назад, останки всех пропавших без вести красноармейцев до сих пор не найдены. Останки мы достали из одной воронки, авиационной воронки. Явно группа попала под артиллерийский обстрел или авиационный, потому что все по кусочкам, мелким кусочкам разбито все. И найдены они на высотке на Ольхотовских воротах. Было обнаружено 10 солдат. 3 из них мы, скорее всего, познаем, потому что в самый последний момент мы смогли развернуть жетоны. У одного ложка. Мы просто не читаем, там не читается по какие-то определенные цифры, буквы, а так вот, скорее всего, 3 мы познаем. В Свято-Георгиевский кафедральный собор Владикавказа прибыла точная копия даров волхвов из Афонского монастыря Святого Павла. Поклониться святыне пришли десятки прихожан. Архиепископ Владикавказский Аланский Зосима провел богослужение. Дары волхвов примечательны тем, что 3 предмета – золото, ладан и смирно – напоминают о Рождестве Христове. Святыня уже побывала в Махачкале, а во Владикавказе она будет находиться до 9 мая. Из града Махачкалы доставлена точная копия с горы Афон «Дары волхвов». К этому дню приурочен этот приезд этих великих святынь. Есть эти мощи святого Георгия Победоносца, которые хранятся в нашем соборе. Еще до меня они были привезены сюда патриархом Александрийским. И поэтому они здесь тоже почивают, и люди поклоняются и прославляют святаго великомученика, победоносца, чудотворца Георгия. Курсанты учебного пункта Североостинского МЧС сегодня прошли боевую подготовку. В группе 22 человека из различных пожарных подразделений республики. Будущим спасателям предстояло максимально быстро потушить пожар, пройти огненную полосу препятствий и продемонстрировать готовность к стрессовым ситуациям. Курсанты уже практически готовы к боевым заданиям. Дело за малым – сдать зачет по пожарно-строевой подготовке. По словам начальника учебного пункта, сегодняшнее испытание курсанты прошли на отлично. Нужно все очень быстро делать, потому что время. Во всем этом время. Психологи, у нас также существует служба психологов, которая проводит с нами занятия, тренинги, которые выезжают с нами на ДТП, выезжают с нами на все происшествия, и в них они помогают как пострадавшим, так и сотрудникам, если такая необходимость имеется.